Сегодня у нас гость из города Москвы, тоже нашего партнера, региональной общественной организации движения, региональной общественной организации «Перспектива» Мария Гентилева. Она является руководителем отдела по универсальному дизайну данной общественной организации. Вот. И мы сегодня посещаем МФЦ, да? Это и мои документы, да, и смотрим возможности МФЦ для людей с ограниченной возможностью для здоровья, да, и то, что для людей с нарушением зрения, какие услуги предоставляются, да, для людей, если на коляске, да, какие. Оказывается, очень хорошо доступно, все очень, как говорится, универсально здесь, да, и, конечно, хотелось бы, чтобы этими услугами больше людей с инвалидностью пользовались. Не хватает информированности общества о том, что в этом центре есть и клавиатура по Брайлю, и услуги переводчика жестового языка. Мне кажется, люди сюда не приходят, потому что они не знают о том, что все это здесь есть. Может быть, уже срабатывает какой-то стереотип, что я везде прихожу и везде нет доступа. И ты думаешь, что, наверное, здесь его тоже нет. И, наверное, не хватает на сайте информации о том, что они открыты для всех категорий граждан. Мы посоветовали сделать тоже розетки для того, чтобы люди могли заряжать свои телефоны. Я думаю, что они здесь проводят достаточно времени. Мы говорили о специальных наклейках, которые будут дублировать навигацию, которая сделана наверху. Всегда, да, человек может ориентироваться по этим табличкам. И если на полу будут наклейки с указателями, где что находится, я думаю, всем посетителям от этого будет намного легче. Плюс, если еще наклейки будут контрастными, то для людей с ослабленным зрением это тоже будет большим плюсом найти то или иное окно. Сегодня еще выяснилось, что в пункте, где можно получить документы, очень высокие стойки, то есть человеку на коляске или с маленьким ростом будет очень сложно, потому что я даже не понимала, что там сидит человек, я думала, там просто никого нет, а его просто не было видно. Но я думаю, что плюсы такие, что все-таки люди открыты для сотрудничества, они действительно хотят помогать, они хотят, чтобы их услуги были полезными, чтобы как можно больше людей ими пользовались. Поэтому сейчас главная, наверное, проблема – это нехватка информированности. Но я думаю, что, поговорив сейчас на этой встрече, мы поняли, что будут какие-то телодвижения делать в этом направлении. Надеюсь, что как можно больше людей с инвалидностью знают об этом центре, о том, что есть такие услуги, что здесь все доступно и есть помощники.